На днях в городе Якутске состоялась вторая междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Ревматология на севере». Организаторами конференции являются Якутский научный центр комплексных медицинских проблем и Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия. Среди участников конференции представители из Кыргызстана, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск. Во время конференции было проведено 2 пленарных заседания, круглый стол по направлениям: вопросы изучения частоты аксиального спондилоартрита с точки зрения современного понимания патогенеза иммуновоспалительного процесса и роли сопутствующих заболеваний в выборе терапии, организации ревматологической помощи, междисциплинарное взаимодействие. Заслушано 23 доклада. Не случайно сегодня Людмила Викторовна уже обозначила, она сказала именно аксиальный спондилоартрит. И мы сейчас уже выслушали доклады, посвященные дерматологии, посвященные офтальмологии, сейчас будет, затем педиатрической службе. Это все не случайно. Вы видите, что вначале это идет не рентгенологический аксиальный спондилоартрит. Вы видите, что мы практически с 9-10 года начали внедрять эту формулировку, что привело к негативному в начале такому ответу от ревматологов, совершенно негативно, может быть, вы сразу позитивно восприняли, у нас в Хабаровском крае совершенно негативно, как это так, как можно подумать, посмотреть и так далее. Самое главное здесь – это воспалительная боль кишечника и, главное, еще визуализация. С другой стороны, когда появляется рентгенологическая характеристика, нам становится легче, мы можем быстро поставить диагноз, иногда не быстро, и мы должны с вами вспомнить о том, какое-то сложное заболевание, какие домены входят в эту структуру этого заболевания. Прежде всего, аксиальные поражения, поражения позвоночника. Не аксиальные – это периферические различные проблемы, артриты, энтезиты, дактилиты. Внескелетные, наконец, это увеиты, псориаз и то, что сейчас Надежда Владимировна о чем говорила, воспалительное заболевание кишечника. Конечно, это особая группа заболеваний, поэтому это заболевание можно называть исключительно аксиальный спондилоартрит, потому что при каждом заболевании идет хороший ответ на нестероидные противовоспалительные препараты, семейный анамнез. У нас есть случаи, когда больные страдают, допустим, вроде бы абсолютно точно анкилозирующий спондилит, то есть болезнь Бехтерева. Затем у них развивается кожное проявление, это псориаз. Затем воспалительное заболевание кишечника. И, конечно, сложности возникают. Кто должен лечить этого больного? Дерматолог, ревматолог, гастроэнтеролог, но, как правило, все это идет к ревматологу. И мы, конечно, пользуемся консультативным приемом и как-то решаем все эти вопросы. B27 антиген не всегда выявляется, тем не менее, это может быть. Я оставила этот слайд только лишь потому, чтобы показать терапевтам, возможно, которые здесь присутствуют, и другим узким специалистам, в чем заключается суть аксиального спондилоартрита. И прежде всего здесь воспалительное заболевание, воспалительная боль. Что значит воспалительная боль? Боль начинается часто ночью, усиливается к утру и переходит в утреннюю скованность. Вот это терапевты, конечно, должны знать, и не имеет значения, где начинается эта боль в позвоночнике, в шейном отделе, грудном отделе и поясничном. То есть, когда в поясничном отделе вроде бы все понятно, да, а когда шея имеет такую же характеристику или грудной отдел позвоночника, очень часто затруднение наблюдается в постановке диагноза. Конечно, вы видите признаки спондилоартрита, то, что мы видим, только что слышали, болезнь Крона, язвенный колит, об этом мы хорошо знаем. И действительно, большинство пациентов с болезнью Бехтерева жалуются на боль, которая влияет и на качество сна. И когда мы больным задаем вопросы, мы спрашиваем про боль, но не только про боль, а мы спрашиваем, ночная боль. И для нас очень важна эффективность терапии
терапии наблюдать, когда мы назначаем те или иные нестероидные противовоспалительные препараты, и уходит ночная боль. С этого мы начинаем, а потом уже переходим к другим составляющим этой боли. Конечно, вот очень интересные вещи, которые показала Корнелия Китц. Вы знаете, она сама страдает болезнью Бехтерева. Это удивительный такой профессор, интересный. И вот она говорила о том, что помимо боли есть утомляемость, снижение качества жизни, стрессовая ситуация, эмоциональное нарушение любой сфере, сексуальная дисфункция. То есть здесь, конечно, очень сложные вопросы. И вот когда мы говорим о поздней выявляемости, у нас моя третья аспирантка, она защищалась в Институте ревматологии, и вы знаете, по данным, прежние данные она анализировала, диагностика в Хабаровском крае была на 2011 году, средняя диагностика 11 лет. Представляете, как это долго, как поздно мы начинали лечить, по крайней мере, это уже был бамбук со стороны позвоночника. То есть понятно, что ранняя диагностика, она должна быть у всех и у каждого специалиста, что дерматолог, что гастроэнтеролог и так далее. Теперь в отношении визуализации. Понятно, что если не рентгенологический спондилоартрит, мы не видим на рентгене каких-то изменений. Тем не менее, стартовый диагноз должен быть поставлен после того, как сделают обзорный снимок костей таза с захватом тазобедренных суставов. Я требую это обязательно. Не МРТ здесь нам важен. Второй момент. Именно на втором плане будет МРТ. И дальше мы на МРТ видим так называемый отек костного мозга. Не знаю, как у вас, наши больные очень боятся вот этого словосочетания. Что значит костный мозг? Отек. То есть вот мы стараемся всегда объяснить при консультативном приеме. Понятно, следует из прежнего слайда то, что ранняя диагностика нам поможет оказать правильную помощь нашему пациенту. Оптимизация лечения, безусловно, и раннее начало перевода на биологическую терапию. Действительно, именно это построит нас и настроит нас на то, что у нас будет меньше процентов больных, так называемых difficult to treat. Это не те больные, которые некачественно лечились, и вот у нас ничего не получается. Ну вот Вера Маевна сказала, что смена 7 биологических препаратов. Это колоссальное количество, конечно. Мы все прекрасно знаем, что каждый следующий биологический препарат, он менее эффективен. Вы видели, что при ревматоидном артрите через 5 лет или в течение 5 лет 34% продолжают именно испытывать боль. 38% больных с анкилозирующим спондилитом и еще большее количество, почти 90%, это псориатический артрит. Мы на это должны посмотреть и все-таки разобраться. Разбираться должны все-таки ревматологи. С чем связана эта боль? Со структурными повреждениями, с воспалением, когда мы должны усиливать терапию, или боль, связанная с восприятием. И мы должны помнить о таком понятии, как фибромиалгия. Трудно сказать, кто должен лечить фибромиалгию. Я всегда говорю, тот, кто знает эту проблему. В частности, у нас лучше всего знают все-таки ревматологи. Дело в том, что если мы не разберемся и фибромиалгию не поставим, эффект не будет от лечения. Вы будете усиливать терапию и будете перелечивать больных. То есть здесь нужно быть чрезвычайно внимательным. Все вы знаете виды боли. Это ноцицептивная, нейропатическая, ноципластическая и психогенная. Вот в отношении ноципластической боли неврологи очень спорят. Не все говорят о том, что существует такой вид боли. Все-таки это связано в большей степени
ни с хронизацией боли, ни адекватной терапией болевого синдрома. И остаточную боль, вы видите, могут испытывать люди с анкилозирующим спондилитом даже при низкой активности болезни. Вы знаете прекрасно, активность анкилозирующего спондилита определяется такими показателями, как БАСДАЙ, АСДАС. Ну, БАСДАЙ должны знать терапевты, это неизбежно. АСДАС считает все-таки ревматологи. Я не требую, чтобы терапевты считали, хотя калькуляторы у всех в телефонах есть. Стадийность, она существует, не рентгенологическая, поздняя стадия, активность, функциональный класс. И тут я хочу сказать, что существуют инструменты для определения вот этих функций, и физической функции, и скованности. Чаще всего используется так называемая ЧРШ или числовая ранговая шкала. Вы все прекрасно знаете, и вот считая БАСДАЙ, считая АСДАС, мы, конечно, понимаем, что это только композитная оценка, которая включает ряд параметров. Если БАСДАЙ только субъективные характеристики нашего пациента, то АСДАЙ уже включает и оценку лабораторной активности, то есть СО или С реактивного белка. Вот так выглядит числовая ранговая шкала. Она примерно абсолютно идентична, безусловно, визуально аналоговой шкале, которая может считаться не только в миллиметрах, но и в сантиметрах, так как ЧРШ вот эти баллы. Композитная оценка мы тоже оцениваем. И когда нам переводить пациента на биологическую терапию. Если БАСДАЙ выходит больше 4, то мы уже понимаем, что надо больного переводить на биологическую терапию. Вот это субъективная такая картинка, больной сам отвечает на вопросы, и мы потом высчитываем. Дискуссионные вопросы все-таки, как оценивается АСДАС в мире. На одном из таких вот знаковых конференций или конгрессов по спондилоартритам стали говорить о том, что есть очень высокая степень активности, больше 3,5, от 2,1 до 3,5. Это все-таки высокая активность, низкая активность меньше 1,3 и меньше 2,1. И, наконец-то, сказали впервые о не ремиссии, а неактивном состоянии анкилозирующего спондилита. Мы в Российской Федерации не выделяем неактивность, потому что здесь у нас тоже такая сложная ситуация. Мы говорим о ремиссии. Какой ремиссии? Мы можем говорить клинической, лабораторной, МРТ-ремиссии. А когда смотрим на рентгене, вот почему нужно не исключать, а подтверждать рентгенологическим исследованием, мы смотрим, там появляются структурные изменения. Точка невозврата, когда пошли синдесмофиты. И это мы должны предусматривать. Это очень важно, чтобы, конечно, не допустить. МРТ-оценка по СПАРКу, вот этой характеристики, сколько очагов в позвоночнике, максимальное число баллов – это 108 и 72 балла в отношении крестцово-подвздошных сочленений. Безусловно, ремиссия или низкая активность – это ключевые цели. Но кто в этом будет сомневаться? Конечно, это конечные цели лечения именно всех спондилоартритов. Но самое важное и самое сложное – выбрать первый биологический препарат. Потому что я вижу в собственном отделении мои ученицы, они за 1 год могут изменить 3 препарата назначить. Но это недопустимо. Понимаете, нужно выдержать время, позволить дозы, подобрать эти дозы, а потом уже менять препарат. И надо в точку. Кому-то, как вот говорили по псориатическому артриту, ведущим это все-таки ингибитор интерлейкина 17А. А, скажем, если высокая степень активности чисто болезни Бехтерева, что мы назначим?
Наверное, блокаторы ФНО-альфа. То есть вот эти вот нюансы очень важны. И теперь мы будем говорить и о таргетной терапии, которая тоже может назначаться в качестве иммуно- и политерапии именно в первую линию. И вот вы видите, правильно, если мы поставили и нашли этот препарат, мы получили хороший эффект. Если нет, то здесь начинается некоторая такая чехарда, и рассматриваем другие препараты. И для нас очень важно понимать, как нужно менять. Я не случайно, Вере Марьевичне, задала вопрос о преемственности и смене терапии, на каком основании, кто это делает. На самом деле, если мы видим токсичность или непереносимость какого-либо препарата, мы переключаем на другой препарат. Но лучше всего все-таки переключать на препарат с другим механизмом действия. У нас был случай следующий. Псориатический артрит, типичная картина. Молодой человек, хорошо работающий, 30 с небольшим, дали ему блокатор ФНО-альфа, потому что была высоченная активность. И что вы думаете? Токсическая реакция на печень, то есть трансаминазы, плохое самочувствие и так далее. И доктора, уже не я, а другие доктора, перевели его на другой блокатор ФНО-альфа. Что вы думаете? Он приходит ко мне с лихорадкой до 30-39 градусов. И я говорю: Алексей, пожалуйста, ищите туберкулез. Очень сложная была диагностика, и все-таки мы увидели, что он даже настоял на то, чтобы сделали торакоскопию и нашли туберкулез плевры. То есть мы оттянули эту терапию, затем он лечился по поводу туберкулеза, и наши доктора планировали, конечно, устекинумаб назначить, но потом все-таки гуселькумаб назначили. Молодой человек сейчас идет хорошо. Но я хочу сказать вот об этой первостепенной статье. Она была опубликована в 2020 году. Евгений Львович Насонов, Александр Михайлович Лила «Перспективы препаратов». Я просто напоминаю, что мишень таргетных препаратов – это янускиназа или джак-киназа, как хотите называйте. Я напоминаю, что здесь есть джак-1, джак-2, 3 и тирозин-киназа 2. Это очень важно, это рецепторы цитокинов типа 1 и типа 2 и факторы транскрипции СТАТ. Я не буду эти механизмы рассказывать, но самое главное, вы должны понимать, что все таргетные препараты делятся на две большие группы. То есть одна группа неселективные, ну, практически там один препарат в настоящее время, ну и биосимиляры сейчас находятся, конечно, наши отечественные, и селективные. Ну вот барицетинип условно селективный, вы видите, что упадоцетинип блокирует только JAK1, ТОФА блокирует практически все, а вот бари и JAK1, и JAK2. То есть вот тут такие якинибы, они имеют свои особенности. Тем не менее, вы должны понимать, что упадоцетинип в 60 раз сильнее ингибирует сигнализацию янускиназа 1 и всех зависимых цитокинов. А вы видите, что это колоссальное количество цитокинов. Это очень важно понимать. Упадоцетинип подавляет воспаление, гипертрофию синовиальной оболочкой, деструкция хряща, появление эрозии. Эти экспериментальные данные получены на крысах, но тем не менее мы можем понимать. Вы видите, какое совершенно разные противовоспалительные цитокины, блокируется их выработка при различных вот этих стат содержащих и янускиназ, и тирозин-киназа. Вы видите, что в основном это нас интересует, конечно, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа и так далее. Дозы. В исследованиях различных дозы упадоцетиниба совершенно разные. Это исследование SELECT. Были и 48, и 24, и 30, и 15 миллиграмм в сутки. То есть нам надо было выбрать
какая доза оптимальная. И оказалось, что доза 15 и 30 миллиграмм, они практически идентичны по эффективности. Однако нежелательные реакции все-таки выше на дозе 30 миллиграмм. Поэтому остановились в дозировке 15 миллиграмм в сутки, но тем не менее встречались различные воспалительные изменения. Чаще всего это назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, мочевая инфекция. Ну вот еще надо следить за увеличением креатинин-фосфокиназа, КФК. То есть это бывает, вы не волнуйтесь, где-то делаете перерыв, а потом вновь начинаете лечение. И инфекции герпес зостер. И вы видите не только провоспалительные цитокины, они обозначены красненьким, интерлейкин-6, интерферон гамма, но и противовоспалительные цитокины, количество которых уменьшается. Вот это очень важный такой аспект, и когда мы даем малые молекулы, вся ситуация изменяется, блокируется провоспалительные и активируются противовоспалительные цитокины. Это очень важно. Ну и сейчас обновленные рекомендации мы можем, да, конечно, назначаем ингибиторы ФНО-альфа или интерлейкин-17А или JAK-киназы, блокаторы. Ну, то есть мы имеем право выбора. Если у больного есть периферические какие-то изменения, то мы даем базисную терапию в виде локальных инъекций глюкокортикоидов. Мы можем дать сульфасалазин или циклоспорин, то есть в зависимости от ситуации. Ну а то, что есть аксиальные проявления, мы видим тоже, какие возможности у нас имеются, и действительно так. Очень интересный факт, который, если вот тофоцетинип, яквинус, исследовался только при ревматоидном артрите, барицетинип то же самое, это потом тофоцетинип стал исследоваться при аксиальном спондилоартрите, то в отношении упадоцетиниба шли исследования параллельно. Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит. В Российской Федерации используются все препараты, в том числе и нитокимаб, о чем сегодня говорилось. А вот в отношении нерентгенологического аксиального спондилоартрита мы не видим, что используется нитокимаб. А вот упадоцетинип, обратите внимание, везде и всюду в Российской Федерации он зарегистрирован. Очень важный аспект. И эффективность снижается после неэффективности первого ингибитора ФНО-альфа, и как в качестве второго мы можем назначать данный препарат упадоцетинип. Сложность только в одном заключается, безусловно, это в том, что как выписывать. Вот если бы наши министерства всей Российской Федерации, они бы поставляли больным, нуждающимся в таблетированных формах, конечно, тогда бы было, безусловно, хорошо. Ну вот в исследовании SELECT-AXIS-2 показано, что перевод на ингибиторы JAK-киназ может привести к значительному ответу. Вы видите, сплошная линия, значительный ответ, улучшение боли и так далее. И вы видите, как снижается боль при назначении упадоцетиниба. Динамика снижения ночной боли, о чем я говорила в самом начале. И очень важный аспект УВИТы, о чем мы сейчас будем говорить. Я хотела бы назвать несколько статей и показать, что первая статья была опубликована в научно-практической ревматологии «Достижимы ли цели терапии у пациентов с ревматоидным артритом?». И Вера Николаевна Амирджанова с группой авторов отвечает, что действительно упадоцетинип дает быстрое уменьшение воспалительной активности, улучшение функционального состояния и качества жизни. И терапия упадоцетинибом позволяет снизить потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах и уменьшить дозу глюкокортикоидов у ряда пациентов, практически у трети. Другая публикация, которая тоже из Института ревматологии, современной в ревматологии, это опубликована статья, говорит о том, что ингибиторы
Янус Кинас или Якинибов, как сейчас модно говорить, тоже свидетельствуют и ТОФА, и упада цветенип о высокой эффективности и высокой безопасности, низкой частоты встречаемости нежелательных явлений. Это очень важный факт. А в этом году, может быть, вы уже читали эту статья из Тюмени. Автор приводит свой случай. Это ладонно-подошвенный псориаз, насколько тяжело страдают эти больные, они не могут ходить ввиду вот этого подошвенного псориаза. Это действительно тяжелая ситуация. Справа внизу вы видите, как все снижается в течение 6 месяцев, практически нормализуется. И общее состояние здоровья 2, и ПАСИ, и ДАС-28 1,5, то есть практически абсолютная ремиссия, да, и кожа становится чистой. Удивительный факт. И вы видите выводы. Безусловно, цель ясна, это ремиссия. Оценка заболевания тоже ясна. Главное нам уменьшить боль, и именно малые молекулы позволяют уменьшить боль значительно. Я благодарю вас за внимание. Эти цветы весенние вам. Я очень благодарна. Я очень люблю аудиторию, люблю приезжать в Якутск, потому что это мои такие дорогие ревматологи. Я их каждый готова и поцеловать, и полюбить, и все, и помочь. Обсудив текущее состояние оказания специализированной ревматологической помощи населению на территориях с малой плотностью в целях дальнейшего развития и совершенствования организации ревматологической службы ДВФО с учетом региональных особенностей, участники конференции считают необходимым рекомендовать поэтапное устранение дефицита кадров ревматологической службы, в том числе путем интеграции высшего образования, науки и производства, с эффективным использованием материального, интеллектуального и инновационного потенциалов научно-исследовательских и образовательных центров Сибири и Дальнего Востока. Дальнейшее совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной и реабилитационной медицинской помощи пациентам с ревматологическими заболеваниями. Разработка и утверждение системы учета и контроля применения высокотехнологичных лекарственных препаратов в республике, расширить сотрудничество ведущих медицинских организаций и научных учреждений в рамках медицинского консорциума с целью консолидации научно-технического потенциала и организации сетевого взаимодействия с использованием интеллектуальных, финансовых и информационных ресурсов, направленных на участие в междисциплинарных научно-исследовательских проектах по приоритетным и перспективным направлениям фундаментальной и прикладной науки в интересах инновационного развития республики.